Экспорт – это главный инструмент развития экономики любой страны. 65% всех компаний мира ориентируют свою продукцию больше на экспорт, тем самым поднимая уровень производства в своем государстве. В 2015 году, после вступления Казахстана в ЕАЭС, объем экспорта начал увеличиваться. Основной страной-импортером товаров казахстанского производства является Россия. Наиболее популярные товары для экспорта, помимо минерального сырья, продукция пищевой промышленности. Я Козылова Гульзира Абзаловна, директор ТО «Агрофирма Акжар НДРС». В 2001 году создали ТО «Агрофирма Акжар НДРС». Основным направлением нашей фирмы является племенное животноводство. Мы являемся племенным хозяйством по разведению коз горно-алтайской пуховой породы, по разведению овец казахской грубошерстной породы. И также у нас имеется статус племенного конезавода по разведению лошадей казахской породы типа джабия. Но все-таки для себя мы приоритетным считаем направлением переработку собственной продукции. С 2010 года у нас были открыты несколько цехов переработки. Это кумысная ферма на 200 дойных кобыл, это консервный цех по выпуску мясных мясорастительных консервов мощностью 1,5 тонны переработки мяса в сутки. Это цех по выпуску алюминиевой консервной банки мощностью 20 тысяч банок в сутки. Цех по выделке овчины, швейный цех по пошиву изделий овчины. В 2017 году мы полностью модернизировали кумысную ферму. Она автоматизирована. Мы смонтировали оборудование, поставили линию для автоматического доения кобыл на 200 конематок с одновременной дойкой 8 кобыл. Вот это вот все-таки в целях безопасности для работников они держат на расстоянии доильные аппараты. Вот таким образом происходит дойка. Это вот молокосчетчики. То есть сейчас вот идет процесс, он фиксирует, сколько молока дает кобыла. Оборудование это изготовлено, линия, как бы аналога здесь в Казахстане нету, отечественным производителем совместно с израильской компанией Афимилк. Здесь у нас проходит заготовка кумыса, приготовление кумыса. После каждой дойки молоко сливается кобыле в эти ведра и происходит его закваска. Смешиваем нижний слой со сливками, закваской и коптим. После доим кобылицу и добавляем закваску в парное молоко. Затем, после того, как налили молоко, хорошенько взбалтываем мутовкой кумыс и периодически вымешиваем. ТО «Агрофирма Акжар НДРС» объединяет казахстанские традиции по производству кумыса с современными технологиями и уже зарекомендовала себя на российском рынке как продукт высокого качества. То, что мы производим, вот последнюю партию мы полностью увезли в Россию, теперь мы должны город весь обеспечить. Впереди у нас выставка, мы поедем, и в Казахстане будет выставка, и в июле месяце у нас будет Агроомск выставка. Туда тоже мы должны повезти продукцию, так что надо готовиться к этому. Также мы в прошлом году модернизировали консервный цех, закупили оборудование украинской фирмы. Здесь мы поставили автомат дозатора наполнения банок мясом, жиром, специями, крупами. То есть все это сырье теперь подается автоматически в каждую банку. Также мы поставили автоматическую закаточную машинку и этикировочную машину. С каждой партии каждый день мы проводим анализ, контроль качества продукции. Вот здесь брак, то есть при, видимо, закладке в корзины помялась баночка. Кроме того, бывает вот неправильная спайка швов. Вот, оно со временем
даст тоже какую-то ржавчину. То есть такие вещи мы, конечно, в розничную сеть не имеем права допускать. Это мы откладываем и утилизируем. Поставляем мы продукцию в торговые точки города Павлодара. Есть у нас свой бутик на рынке, точка сбыта. Поставляем в город Экибастуз, город Курчатов, город Ахсу. На экспорт мы поставляем в город Омск и Москву. Также у нас в планах запустить проект создания козьей фермы на 300 дойных коз. Я прошла стажировку в Германии по программе «Деловые связи» при поддержке национальной компании «Атамикен». Проходя стажировку в Германии, я, конечно, получила колоссальные знания, улучшила свои компетенции, посмотрела организацию бизнеса в другой стране. Самым оптимальным партнером было знакомство с инженерным бюро Lebensmittel технологии. Мы договорились о возможности стажировки как за границей, то есть у них, также и договорились о возможности участия его в программе «Старшие сеньоры». Кстати, я поняла, что можно любой проект начать и привлекаю именно непосредственно своих же сотрудников. То есть это должна быть команда. Не просто там руководитель или учредитель должен презентовать проект, а именно с участием наших непосредственных сотрудников. Потому что у каждого сотрудника есть свои сильные стороны. Как показывает спрос на товары ТО «Акжар НДРС», наши национальные продукты пользуются спросом не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС. Отсюда следует вывод: у Республики Казахстан большой потенциал по экспорту.